Всем привет, друзья! Это Nocta Life. Сегодня мы выходим в немножко необычном режиме. Сегодня у нас не монолог, сегодня у нас интервью. Но по понятным причинам интервью не в студию, а интервью по скайпу. Сегодня мы берем интервью 4 гостей по скайпу. Сегодня мы поговорим о том, как местные органы власти Республики Молдова справляются с пандемией коронавируса, как они взаимодействуют с центральными органами власти, какие меры они предпринимают. А также в контексте этого не лишним было бы поговорить о том, какие достаточно ли у местных властей компетенций, достаточно ли у местных властей ресурсов для того, чтобы справляться с пандемией коронавируса или с предотвращением распространения коронавируса в своих населенных пунктах. Об этом мы поговорим с Виарелом Фурдой, председателем, или, извините, исполнительным директором Конгресса местных властей Республики Молдова. Также с нами на связь по скайпу выйдут 3 наших соотечественников, выходцы из Гагаузии, которые проживают в различных частях мира. 2 в России, 1 в Америке. И мы с ними поговорим, как они справляются с коронавирусом там и какие меры предпринимаются в тех странах, где они находятся для предотвращения коронавируса. И собираются ли они вернуться домой в связи с пандемией коронавируса. Итак, друзья, в первой части передачи мы поговорим с Виарелом Фурдой, исполнительным директором Конгресса местных властей Республики Молдова, о том, как местные органы власти справляются с пандемией коронавируса и достаточно ли у них средств для того, чтобы выполнять свои обязанности в этот период. Виарел, здравствуй! Здравствуй! Как ваши дела? Как вы себя чувствуете в это непростое для Республики Молдова время, Виарел? Ну что, ситуация непростая, но люди работают, следим за тем, что делается, пытаемся чем-то помочь. Работаю очень много на информирование, держим связь с местными властями, пытаемся противодействовать в том числе определенным инициативам, которые направлены против местной автономии, местных властей. То есть жизнь продолжается. Ну да, эта ситуация на самом деле ставит перед нами новые вызовы. И я на самом деле хотел бы с вами, Виарел, поговорить о вот 2 вещах. Да. Первое — это как местные органы власти справляются в это непростое для них время, потому что, я так понимаю, ответственность это по, скажем так, предотвращению распространения COVID-19 или коронавируса лежит не только на центральных властях, но и на местных властях в том числе. И второй момент, который я хотел бы с вами обсудить, это что изменилось с приходом нового правительства для местных органов власти. Чувствуется какой-то прогресс, какой-то регресс, потому что я так понимаю, что есть какие-то решения правительства и парламента, направленные немножко на урезание. Вот обо всем этом я хотел бы с вами поговорить, но давайте начнем с того, как вообще местные органы власти справляются с этой ситуацией, какие обязанности на них лежат по противодействию распространению COVID-19. Ну, во-первых, как я отметил в начале, ситуация абсолютно экстраординарная, необычная. Первый раз сталкиваемся как страна, как, я думаю, много-много стран во всем мире с этой ситуацией. И в таком случае получается, что все-таки очень большая нагрузка ложится, кроме того, о чем говорится сейчас много, на систему здравоохранения, на докторов, на всех этих людей, которые героически, можно сказать, борются с этим вирусом. И я бы отметил, что и местные власти должны быть где-то отмечены примерно на том же уровне, потому что они так же, как и медики, они как бы на первом уровне, на первой линии борьбы с этим вирусом, с этой эпидемией. И беря во внимание их довольно скудные, скажем так, по большому счету, особенно в руральной местности, возможностями и людскими, и материальными, но они довольно хорошо справляются со своими обязанностями, пытаются в сотрудничестве с центральными властями выполнять те указания, которые идут из центра. Более того, даже пытаются искать ресурсы необходимые, сотрудничают с местным бизнесом, там пытаются даже, некоторые имеют инициативы
договариваются, чтобы маски кто-то там шил, что пытаются помогать этим медицинским учреждениям. То есть они в принципе, выполняют довольно большой объем работы и пытаются делать все, что от них зависит. Хорошо, вот скажем, не предусматривает ли режим чрезвычайного положения то, что местным органам власти для противодействия распространению пандемии открываются дополнительные источники финансирования? Вот, допустим, мы слышали, как в США Трамп объявил о чрезвычайном положении, и первое, что было заявлено после фразы «чрезвычайное положение», было сказано, что штатам открывается доступ к дополнительному финансированию в размере 50 миллиардов долларов. В Республике Молдова это так или это не совсем так? Очень хороший и правильный вопрос, потому что, как мы отметили раньше, я думаю, эта ситуация сегодняшняя, которая возникает с вот этой критической ситуацией, она четко еще раз показывает, насколько важны местные власти, местная автономия, местные и региональные власти в таких случаях, и не только. Мы считаем, это надо смотреть в общем, как для развития всей страны, как важно вовремя обратить внимание вот на все эти проблемы местных властей, и в том числе о чем мы говорим очень часто, чтобы передать местным властям как можно больше полномочий, как можно больше возможностей и материальных, финансовых ресурсов, то, что мы говорим постоянно о децентрализации, реальной, финансовой, административной и так далее. Пример, который вы привели, очень логичен, и он, конечно, бы хотелось, чтобы он был примененный в отношении Республики Молдова, но, к сожалению, мы отмечаем, что вот с этой точки зрения в Республике Молдова еще отсутствует понимание очень четкое вот этой необходимости для местных властей, чтобы они были поддержаны в этой ситуации, в том числе или в первую очередь и финансово, потому что мы видим, что есть большая необходимость. И кроме того, обратно мы отмечаем, что как бы есть очень много случаев, когда центральные власти больше как бы они пытаются руководить вот этим или вмешиваться в этот процесс больше такими указаниями и меньше помощью реальной. Хорошо, то, что мы называем помощью и материальной. И третий очень важный, мне кажется, момент, который мы отметили в связи с этой ситуацией, у нас очень такое непонятное и очень противоречивое законодательство. Мы знаем несколько случаев, когда некоторые мэры пытались как бы самостоятельно взять инициативу, и вы знаете, там были случаи, когда пытались даже как бы продекларировать, чтобы закрытая немножко зона, там карантин в определенных местностях. В Сенджере, по-моему, да? В Сенджере, если не ошибаюсь. Сенджере, я знаю, что и другие пытались, там Штефан Воды пытались, потому что там тоже была вспышка такая, тоже очень интересный случай, когда там из-за определенных там политических моментов люди там, вы знаете, там поехали организованно куда-то там в Украину, там... Да, монастырь, да, по-моему, да. И монастырь и так далее, и вот пошло оттуда. То есть здесь, если мы отметили, мы начали анализ очень детальный вот этой ситуации, потому что для нас возник очень большой вопрос в этой ситуации. Какова все-таки вот это лимиты или эти пределы, в которых может быть ограничена вот эта местная автономия, вообще принципы местной автономии. И я имею в виду конституционные принципы местной автономии. До куда может доходить вот этот, как бы, эти ограничения? Кроме того, каковы отношения все-таки между различными уровнями власти? Центральная, региональная, там, местная. Хорошо, Верел, вот уточнение. Вы говорите, что, и мы знаем, что в некоторых населенных пунктах, как минимум один в Сенджере, если я не ошибаюсь, примар решил ввести режим чрезвычайное положение и карантин, да, по всему населенному пункту. Но, насколько я понимаю, региональная и районная комиссия по чрезвычайной ситуации ему запретила это сделать. Не только региональная, но и центральная. А почему? В чем проблема? То есть сегодня примар, в принципе, может, как если учитывать местную автономию, он же может самостоятельно принимать решение, что он ему делать на территории конкретного населенного пункта. Оказывается, он не может, я так понимаю.
Михаил, об этом я отметил выше, что Центральная комиссия, она как бы тоже не поддержала и попыталась даже прийти с определенными критикой в отношении местных властей, которые берут на себя вот эту ответственность. Но, честно говоря, надо быть очень внимательными в этой ситуации. И, как я сказал выше, здесь существует очень непонятное законодательство, до конца все-таки не регламентирует вот эти все отношения, и здесь возможны различные интерпретации. Хорошо, там привелись какие-то доводы, что, мол, чтобы не сеять панику, что преждевременно, что, может быть, не было оснований и так далее. Всегда можно найти мотивацию. Но, честно говоря, мы считаем, что в этих случаях должно быть очень намного более такое сотрудничество, более сильное сотрудничество между центральными, региональными и особенно местными властями первого уровня, потому что там они наиболее лучше знают ситуацию, они наиболее озабочены вот ситуацией граждан и пытаются защитить их. Поэтому надо быть намного более ближе друг к другу, и намного лучше разговаривать, а не просто там критиковать или там приходить с такими какими-то язвительными вот этими бросать какие-то комментарии в отношении местных властей. Верил? Нет, я еще повторяю, я хочу отметить это, то, что местные власти сейчас они на первой линии, и им надо оказать помощь, а не просто там приходить, давать указания и уезжать. Хорошо, то есть вы хотите сказать, что в принципе как такового сотрудничества нету, есть просто пытаются выстроить отношения подчиненных и начальников, то есть сверху спускают указания, и местные органы власти должны их выполнить. Я так понимаю, вот так складываются взаимоотношения, так? Нет, Михаил, не совсем так. Я все-таки считаю, что видно, что все-таки по большому счету существует определенное там сотрудничество, там все-таки и местные власти как бы открыты для этого сотрудничества, они не противодействуют этому сотрудничеству. Все понимают, что надо сотрудничать, очень большая это беда, и надо все вместе вот это противостоять. Но все-таки чувствуется и этот элемент, то, что из-за отсутствия вот этой культуры, я считаю, что отсутствие культуры и понимания четкого роли местных властей, и то, что мы понимаем и много лет все-таки о чем говорим, о том, что значит местная демократия, там, автономия и так далее, все-таки здесь сейчас чувствуются вот эти элементы, и есть вот эти аспекты, о которых вы отметили, что больше пытаются как бы все это решать в одностороннем порядке, пытаются как бы через больше вот это этих указаний давать местным властям и, может быть, меньше обсуждать или убеждать или помогать. Верил, такой вопрос. Хотелось бы перейти к обсуждению, скажем так, инициатив, которые были в последнее время. Мы знаем, что с режимом введения чрезвычайной ситуации парламент изменил закон о чрезвычайном положении, где наделил себя в том числе правом принимать, скажем так, органические законы в период чрезвычайного положения. Были ли какие-то изменения в этом плане, касающиеся местных органов власти? И второе, как бы вы охарактеризовали 100 дней со дня утверждения нового правительства КИКУ для местных органов власти? Во-первых, насчет изменений в законе. Вообще я отметил выше, что это законодательство довольно противоречиво. И я думаю, если брать во внимание, когда оно было принято, и тогда в то время голос местных властей не очень был услышан, и он в большей степени как бы основывается на централизации. И в меньшей степени как бы он берет во внимание вот это все, что мы говорим, вот законодательство местных властей, этих принципы конституционной местной автономии и так далее. Понятно, что и ситуация, которую он регламентирует, она такая непростая и требует, может быть, более решительных каких-то там отношений и действий, но все равно эти законы, с нашей точки зрения, они как бы устарели физически и не соответствуют вот этой реалиям.
Поэтому основная проблема с этим законом и то, что, о чем отмечалось, то, что там очень много манеров, которые наделили правительство всеми этими компетенциями, они довольно такие нечеткие и могут быть интерпретированы в различной сфере. То есть, а главный вопрос в том, что докуда идут вот эти ограничения, вот этих прав людей, человека, и в том числе мы бы добавили и прав местных сообществ с точки зрения конституционных принципов, прав человека и прав местной автономии. Вот здесь, я думаю, и есть вопросы, и о них в обществе обсуждаются, они обсуждаются. Я думаю, после чего мы пройдем через этот кризис, к этому вопросу надо возвращаться и очень четко регулировать вот эти все отношения. Хорошо, что касается вот этих 100 дней, вы, наверное, первый задаете этот вопрос в Республике Молдова по этой теме, потому что и вправду очень интересно. Сейчас как бы все эти процессы, они все остановились, если они, конечно, были. Определенные процессы. То есть я хочу сказать, что процессы есть определенные, но нам кажется, они как бы в другую сторону, в отрицательную сторону движутся. И если мы будем характеризовать в целом ситуацию в отношении местных властей, да, можно отметить то, что все-таки парламент и правительство пошли до конца все-таки с теми инициативами, которые были, с одной инициативы, которая была выработана раньше, в том, что касается налога на физических лиц, там поднялся этот коэффициент, который остается в местных властях, да, в руральной местности там 100%, в сельских местностях 100%, а в городских там 50%, там, и муниципиях, да. Там немножко есть определенные подвижки. Но о том, что касается уже других аспектов, здесь абсолютный блокаж, я бы сказал. И самое главное, то, что, на что надо обратить внимание, то, что даже вот это правительственное соглашение и программа правительства, и да, в том числе и план действий, как бы он практически исключил и не предусматривает конкретных действий в направлении децентрализации, там, усиления местной автономии, там, и финансовой, и административной, и так далее. Я думаю, это большой вопрос и очень большая проблема. Кроме того, мы отметили, что даже вот новая коалиция, которая сейчас была создана, она в своих документах как бы разговаривает много, говорится много о том, чтобы как бы определенные программы, там конкретные какие-то для населения, но как концепцию, как направление, вот эта децентрализация, местная автономия и так далее, она как бы отсутствует. Это нас можем мы сказать, Виорел, можем мы сказать, что в принципе Ион Кику, он был и в правительстве Павла Филиппа. Мы неоднократно обсуждали с вами на различных площадках, что правительство Павла Филиппа не очень дружественно к местным органам власти. Ион Кику был министром финансов тогда, когда принималась та самая известная, скажем так, налоговая реформа в прошлом году, в августе 2018 года, если я не ошибаюсь. И как бы местные органы власти были не совсем довольны, как все это внедрялось. Можем ли мы сказать, что практики правительства Павла Филиппа перенесены в правительство Иона Кику? Я бы немножко по-другому ответил, Михаил. Во-первых, я хочу сказать, что правительство Филиппа в самый первый год, первые 2 года или 1,5, скажем так, оно довольно было открыто для определенных изменений. Правда, другая конфигурация политическая была, конечно, там и другой альянс, так называемый. И мы можем отметить, что когда была открытость вот эта со стороны правительства, мы все-таки имели довольно неплохие результаты. Я позволю себе напомнить и тоже доступ... Дорожный фонд, да-да-да. Но вторая половина срока правительства Филиппа, да. Надо отметить, надо отдать Цесарю то, что Цесарю, да. То есть вот вторая половина, и правда, там она характеризуется уже совсем другим контекстом и давлением, и отсутствием прогресса. И самое главное, факты эти были подтверждены Советом Европы и рапортами, объективными там, рапортами Совета Европы и их рекомендациями. То, что касается данного правительства, для нас очень большой вопрос сейчас. Потому что мы, честно говоря, не можем понять, в чем заключается проблема.
до кризиса, давайте скажем, до вот этой эпидемии. Потому что, в принципе, Конгресс местных властей постоянно был открыт и приходил с определенными предложениями, но мы почувствовали определенный холодок, да, со стороны вот этого правительства с самого начала. Если мы, когда говорим о правительстве Филиппа, тогда как бы сначала наоборот была какая-то открытость, желание что-то сделать и прогрессировать. А вот здесь мы практически видим абсолютную закрытость для как бы сотрудничества. И более того, вот сейчас для нас был очень большой сюрприз, новая инициатива, появился проект бюджетной политики, фискальной таможенной политики на 2021 год, который нас вообще шокировало тем, что туда включили такое предложение, как плафонирование местных сборов и налогов. То есть то, что в 2014 году Конституционный суд аннулировал, тоже другая попытка была обратно ограничить местную власть и местную автономию в том, что касается местных налогов и сборов. И Конституционный суд вот это продекларировал неконституционным, и приведя очень довольно хорошие аргументы и очень четкие, то вот сейчас кто-то уже пытается через правительство и через именно Министерство финансов, это самое такое интересное, институция, которая должна защищать, в принципе, публичный интерес, она как бы ее руками пытаются, как бы кто-то определенные круги, и мы знаем примерно какие, пытаются как бы продвинуть или протолкнуть вот эту инициативу и опять за счет местных бюджетов. И если возвращаемся обратно, Михаил, когда мы говорили о ситуации, как справляются местные власти, наоборот, в этой ситуации как бы правительство должно думать, как бы дать больше возможностей местным бюджетам, чтобы справляться с такими ситуациями. Так вот, представляете нашу ситуацию шока, когда мы видим вот такое отношение со стороны Министерства финансов. Я надеюсь, что это правительство. Верел, скажите, пожалуйста, что значит плафонирование? То есть правительство устанавливает верхний лимит на местные сборы и налоги, да? Да, на местные сборы и налоги. То есть правительство, сидя в кабинете, в центре, там я не знаю, как они проанализировали, на каком основании, но они устанавливают для 800, обратите внимание, для 898 примарей, они устанавливают высшие плафоны или ставки, самые верхние ставки для, как могут местные власти устанавливать вот эти ставки, вот эти налоги и местные сборы. А в частности это местные сборы, потому что налог на недвижимость и так уже плафонирован у нас с самого начала. То есть вы представляете, это является просто знаком того, что Министерство финансов, оно просто сейчас блокирует местную автономию и пытается вмешаться в этот процесс. А самое главное, что это абсолютно не соответствует действительности, потому что нам приводятся доводы, то, что, мол, местные власти как-то там своими действиями они как бы препятствуют местному бизнесу. Хотя это по большому счету неправильно. А вот эта инициатива, я думаю, уже большинство убедились, она просто это знак лобби для определенного круга, очень узкого круга больших фирм, которые занимаются азартными играми, которые занимаются вот этими бензином, да, эти заправки и очень большие игроки, то есть для которых для нас это непонятно, вот такая жадность, да, жадность за счет местных властей еще прибрать какие-то там ресурсы. И вот это очень мы сожалеем об этом, и самое главное, сожалеем то, что это делается руками Министерства финансов, чего никогда не было, потому что в 2014 пытались тоже это сделать, но через определенных парламентариев, но сейчас, получается, вот государственная институция, какая является Министерство финансов, она как бы вмешалась в этот процесс. Верел, скажите, пожалуйста, наверное, последний вопрос. Калм и местные органы власти, в случае, если это решение будет принято, или эта фискальная политика будет принята на 2021 год, попытаются опротестовать это каким-то образом? С уверенностью можно сказать, что Калм не оставит это так. Мы подготовили очень аргументированную позицию по этому вопросу, которую на днях пошлем
Министерству финансов и всем руководящим органам. В том числе мы хотим эту точку зрения послать и прокурору, генеральному прокурору Республики Молдова, потому что нам кажется, что здесь существуют элементы коррупции. И кроме того, конечно, мы будем обсуждать это внутренне и предпримем и другие более решительные меры, потому что это нельзя допускать. Здесь нарушаются прямо и интересы местных сообществ, там здесь местные бюджеты будут получать намного меньше, но самое главное, нарушаются принципы местной автономии. То, что нельзя допускать, это будет большой регресс в наших отношениях, в том числе с нашими партнерами по развитию. Верел, я благодарю вас за этот комментарий, за ваши ответы на наши вопросы и желаем местным органам власти и вообще всей Республики Молдова удачи в этот непростой момент в борьбе с распространением эпидемии коронавируса. И спасибо, и мы вам желаем успехов, и мы надеемся, что все-таки правительство не допустит такого нарушения местной автономии. Спасибо, мы тоже на это надеемся. Увидимся, Верил, с вами в следующих наших передачах. Всего наилучшего. Друзья, с нами на связи Вячеслав Радулов, человек, который недавно вернулся из Санкт-Петербурга, где на этой неделе власти России объявили беспрецедентные меры безопасности и ограничения передвижения по городу. О том, как Вячеслав добирался из Петербурга в Молдову, расскажет нам сам Вячеслав на связи по скайпу. Здравствуйте, Вячеслав. Вы, я так понимаю, недавно вернулись из Санкт-Петербурга, из России, где, я так понимаю, тоже распространяется пандемия коронавируса. Скажите, пожалуйста, как вам удалось добраться и когда вы приехали в Молдову? Здравствуйте, да, я вернулся в Молдову из Санкт-Петербурга позапрошлой ночью. Было все очень сложно. Сейчас я нахожусь в самоизоляции. Города я не видел, меня привезли и закрыли в комнате. Сейчас я нахожусь тут уже второй день. То есть вы ни с кем не контактируете для того, чтобы не подвергать никому опасности? И да, по городу на улице не выходите, нигде ни с кем не встречаетесь, я так понимаю? Да, мне только приносят еду и все, что я попрошу, и все. Скажите, пожалуйста, почему вы решили вернуться домой? Что такого? Потому что, допустим, еще на прошлой неделе было такое ощущение, что Россию это никак не коснется, и хотя было понятно, что это коснется весь мир, но как-то российские СМИ об этом практически никак не говорили. Почему вы решили вернуться домой? Да, все верно было сказано. Почему-то в России думали, что это их не коснется. Возможно, потому что, не знаю почему, не буду предполагать, но, как мы видим, сегодня президент России выходит с информацией и с официальным заявлением на эту тему, что подтверждает то, что в России это тоже опасно и тоже набирает обороты. Именно поэтому я решил приехать домой, потому что я это все понимал заранее, это логично. Если просто логично думать, то можно понять, что и в России тяжелые времена наступят. Почему я решил вернуться? Потому что, во-первых, мне бы хотелось проходить этот сложный этап у себя в стране, быть защищенным, знать, что если что, обо мне позаботятся, если вдруг что. Во-вторых, я живу в общежитии, соответственно, уровень безопасности автоматически повышается, что, конечно, меня очень настораживало, и именно поэтому я четко для себя решил, что мне нужно любыми путями попасть домой, и, собственно, я здесь. То есть ты имеешь в виду, опасность заражения повышается, оставаясь в общежитии, так? И это, да, в общем, у нас было, я уже писал, что у нас было два варианта развития событий. Первый, это если бы нас просто закрыли общежитие и нас бы всех просто оттуда отправили бы куда угодно, что для меня было бы также опасно, потому что я бы не знал, где, я бы не знаю, где бы я жил. А второй вариант, это если бы нас закрыли просто в общежитии, как карантин. Но если логически подумать, то невозможна самоизоляция, когда ты живешь в комнате с 3 людьми, когда у вас общие кухни, общие душевые кабины, общие туалеты, и, в общем, и коридоры, и вообще все.
Поэтому я понимал, что даже если вдруг нас не выселят, но закроют на карантин, это также будет опасно, как если бы нас выселили. Поэтому Хорошо, а я... что делают студенты, которые вместе с тобой учились и жили в общежитии? Я так понимаю, обучение, то есть посещение института отменено, да? То есть университет закрыт, я так понимаю. Да, все верно. Сейчас, например, уже на протяжении 2 дней я сдаю все дистанционно, потому что я потратил 3 дня на дорогу, и мне нужно в срочном порядке сдать до дедлайнов все занятия, которые я пропустил, получается, потому что я в дороге, у меня не было доступа к интернету. А, а вообще по поводу всех тех, кто живет со мной и жил и так далее, конечно, из-за того, что институт закрыт, у тех, у кого была возможность, они поехали домой, уехали. Причем в России была такая обстановка, что вначале все к этому относились несерьезно и не покидали общежитие. А потом, когда все стало скорее и скорее набирать обороты, я начал замечать, что в день уезжало очень много из общежития студентов. И тогда я еще больше насторожился, потому что, все становилось серьезнее. И да, безусловно, те, у кого есть возможность, они уехали, у многих возможностей не было, у кого-то не было денег на билеты, потому что очень дорогие были. У меня, например, не было возможности, потому что, в принципе, закрыт авиатранспорт и ЖД-транспорт, и я не знал вообще, как добираться мне. Вот, поэтому обстановка была накаляющаяся с каждым днем. Хорошо, насколько я понимаю, там еще до того, как стали вводить такие, во всяком случае, официально стали вводить серьезные меры, еще до того, по-моему, все обучение перевели, во всяком случае, в других вузах обучение перевели дистанционное. То есть, я так понимаю, там дистанционно не только с этой недели, но уже 2 недели. Это я правильно понимаю? Или... Дистанционное было объявлено, по крайней мере, у нас в институте со вторника прошлого. Я не знаю, какое это число. Вот. В понедельник мы еще учились, а во вторник нам сказали уже не приходить. То есть и тогда, в принципе, еще как бы правительство и власти города не предпринимали каких-то особых мер, я так понимаю, так? Да, тогда вообще все это восприняли как просто каникулы, и все очень классно, дистанционное это прикольно, мы будем ничего не делать, гулять. И многие гуляли, собственно, продолжали жить, как и жили. Вот. Я сразу понял, что вот в тот момент как раз я и понял, что мне надо было уезжать домой все-таки, но я почему-то подумал, что ладно, это не так все серьезно. Но потом, когда все уже закрыли, я понял, что у меня даже нет смысла находиться в Питере и быть там. Сейчас твое общежитие, в котором ты жил в Питере, оно закрыто или там по-прежнему есть люди? Оно открыто, там по-прежнему есть люди, но сегодня буквально мне скинули информацию о том, что все, кто чувствует себя плохо, у всех, у кого есть какие-то признаки ОРВИ, гриппа и тому подобное, чтобы они обращались и не скрывали, потому что у меня была такая ситуация, что я жил в комнате с соседом, у которого были симптомы, кашель, температура, это была немного другая болезнь, потом, как оказалось, но он не ходил и не говорил об этом, то есть он никого не уведомил о том, что он болеет. И мне пришлось съехать с этой комнаты, я жил несколько дней у своих знакомых в другой комнате, которые не болели, но сам факт того, что очень многие скрывают в общежитии, что у них есть какие-то симптомы, я не знаю почему, возможно, боятся, что будет какая-то паника, возможно, просто не хотят эту всю тему поднимать, возможно, не хотят признавать, что у них возможен коронавирус, я не знаю, но вот обстановка вот такая, в общем, очень нестабильная, и буквально сегодня, да, я видел объявление, что обязательно уведомляйте, если у вас есть что-то похожее. Расскажи нам, как ты добирался, потому что это было целое приключение, насколько я понимаю, нет? Да, верно, очень случайно и очень быстро все оказалось. В общем, мне написали мои родственники о том, что мой дядя находится в Питере, и, в общем, он работает, в грузоперевозке, и что есть возможность у меня уехать. Мне написали это вечером, в четверг, в пятницу, днем я уже выехал с ним, вот. Мы ехали очень долго, очень сложно, мы доехали до российской таможни, все было, в порядке. До российско-украинской, да? Да, до российско-украинской. Мы проехали, на российской таможне меня сразу, когда меня увидели, спросили, кто я такой, почему я еду со своим дядей, потому что я не водитель. Мы начали объяснять ситуацию, что происходит и почему так все произошло. Нас сразу предупредили о том, что нас могут не пропустить на украинской таможне, потому что Украина, в принципе, закрыла границы для пересечения, но грузоперевозки разрешены. Но так как я не водитель, соответственно, мне не разрешено. Потом он сказал, что
таможенник, ну, работник таможни, я не знаю, кто именно, сказал, что каждые несколько дней, то есть он сказал 5-7 дней, приезжает какая-то делегация с каким-то разрешением о пересечении украинской границы, и они, какой-то, ну, целая делегация из машин, проезжают Украину, и их сопровождают работники, не знаю, ГИБДД или полиции, я не знаю. Вот, и он сказал, что мне очень сильно повезло, потому что именно в тот день, когда мы приехали, как раз и была такая делегация. Мы подумали, что хорошо, если вдруг что, я смогу пересечь границу с этой делегацией, и все нормально, не придется оставаться или возвращаться. Но потом мы приехали на украинскую таможню, и нам сказали, что меня не могут пропустить, потому что даже если я решу поехать с этой делегацией, мне придется ждать между Россией и между Украиной дня 2-3 для получения разрешения. То есть меня не смогли бы вернуть ни в Россию, то есть я бы не смог упасть в Россию больше, ни в Украину. И мне бы пришлось просто 2-3 дня находиться между, ну, ни в одной из стран, не знаю, чем питаться, воздухом или чем, пить воду тоже не знаю какую, ну, в общем, быть в таком подвешенном состоянии. Хорошо, и как решился вопрос? Меня оформили как водителя. Ну, хорошо, что это был мой дядя, который, ну, делал все, чтобы меня пропустили, потому что если вдруг что, нам бы пришлось оставаться вдвоем, он бы меня там не оставил. Мы оформили меня как стажера, вот, и, ну, то есть я не водил, ничего такого. Ну, то есть ты, получается, из студента актерского или института искусств в Петербурге стал стажером водителя? Да, пришлось, что не сделаешь ради того, чтобы спасти себя, да. В общем, так и получилось, и нас пропустили на таможне. Вот. Мы и проехали... вас полиция, я так понимаю, до границы Молдовы не сопровождали, вы сами ехали своим ходом, так? Нет. Ну, это грузоперевозки, их не сопровождают, потому что, ну, так вот, им разрешено. В общей сложности сколько дней ты добирался? 2-3? чуть больше 3 дней. На российско-украинской таможне вы сколько провели? 20 часов, 30? Российско-украинской мы провели, по-моему, 18. 18 часов прождали там. Да, ну там сначала на украинской очень долго, потом на российской, потом на украинской, потому что очень большие очереди грузоперевозок, и из-за того, что не все таможни работают, границы, и, получается, всем приходится ездить по одним и тем же границам, а там километровые очереди просто. Хорошо, а в Молдову вас уже пустили без проблем или опять тоже возникли? Да, когда мы приехали в Молдову, уже не пришлось ничего говорить, не врать, ничего, потому что, насколько мне известно, границы Молдовы открыты для граждан Молдовы, в принципе. Вот, да. Поэтому проблем не было, мне измерили температуру, я подписал документы о том, что я обязуюсь сидеть в самоизоляции, собственно, температура не обнаружена, у водителя тоже не обнаружено, у моего дяди, и, в общем, мы проехали. Хорошо, а что говорят, скажем так, что говорит руководство вуза? Как долго это может продлиться? Есть какие-то инструкции? На какое время закрыли университет? Буквально вчера мне сообщили, это пока не официальная информация, но преподаватель сказал, что это на днях должны уже официально объявить. Изначально у нас был карантин на 2 недели, то есть если с прошлого вторника до следующего вторника. А это примерно там до 30-31 марта. А вчера нам сказали, что карантин продлят еще на 2 недели. То есть, я так понимаю, до середины апреля, да? Да, до 14-го, по-моему. И после этого можно будет возвращаться, или это пока еще все так не ясно? Нет, его продлили с разрешением на еще продление, то есть как бы это не окончательное решение. То есть вариант того, что его продлят до конца мая, может даже до лета, и не исключен, так? Ну да, по прогнозам вообще до мая все это будет, но я не знаю, как будет. И в этом случае вы будете сдавать экзамены дистанционно, обучение дистанционно или как? Экзамен у нас в принципе в июне, поэтому я надеюсь, что до этого времени как-то мы разберемся. Но хотя по ситуации в России я не могу ничего даже предполагать. Хорошо, ты пытался каким-то образом уехать теми возможностями, которые предоставляет государство Республика Молдова? Потому что, насколько я знаю, сейчас правительство организовало там чартерные рейсы. Пытался ли ты связываться с консульством, с посольством? Потому что, насколько я знаю, консульство Молдовы в Питере, в Санкт-Петербурге имеется, так? Я буквально вчера мне скинули информацию, что теперь есть, позавчера, что теперь есть возможность заполнить заявку на сайте консульств и, в общем, как-то пересечь границу. Я не знаю, как там, наверное, будут какие-то рейсы делать и все такое.
Но на тот момент, когда я был в Питере, ничего подобного не было. Я писал письмо президенту Молдовы, на которое, собственно, я получил игнор. Также я знаю, что еще одна девочка тоже пыталась обращаться, ее тоже проигнорировали, и она тоже самостоятельно пересекла границы. Вот, поэтому вот, сейчас я отправил всю информацию тем людям, которые меня спрашивали, как можно пересечь границу, потому что мне достаточно много писали людей, и знакомые, и незнакомые студенты, как я пересек границу и как это можно сделать, потому что они хотят попасть домой. Вот. Но вот позавчера появилась информация, теперь у них есть возможность, и я этому очень рад. Потому что это никто не поймет, это действительно страшно немного, когда ты находишься в чужой стране, ты живешь в общежитии, и ты не уверен, что о тебе позаботится государство, которое, в котором обстановка, в принципе, тоже не очень хорошая. И по историям всех стран, в которых не хватает мест в больницах, я не думаю, что и иностранным гражданам бы предоставлялась такая возможность вылечиться, если вдруг что, как, например, гражданам той страны, в которой мы находились. Поэтому тут вопрос приоритетов, и я не уверен, что эти приоритеты были бы сделаны в мою пользу. Поэтому... Хорошо, наверное, последний вопрос. Много ли молодых ребят, которых ты знаешь из Молдовы, обучаются там, пытаются вернуться обратно? Ну, все, конечно, очень, познается в сравнении, поэтому, мне написало 3 человек из Питера и еще несколько человек из Москвы, вот, которые прям очень... И даже когда я покидал Россию, они мне писали: блин, я очень тоже хочу домой, как можно попасть домой? То есть люди реально заинтересованы и очень хотят попасть домой к родным. Вячеслав, я благодарю тебя за твое интервью, за то, что согласился выйти с нами на связь по скайпу. Желаю тебе, скажем так, не самого скучного времяпрепровождения в карантине. И будем надеяться на то, что за это время не проявится ничего, и ты, скажем так, никакой коронавирус тебя не взял до сих пор и не проявится никак в ближайшие 14 дней. Надеюсь. Спасибо вам за то, что уделили время тоже. Хорошего дня. Хорошего дня, Слава. До свидания. Друзья, с нами на связи Ангелина Кирч, еще одна наша соотечественница, которая находится в Воронеже, студентка в этом городе. О том, как она переживает пандемию коронавируса в Воронеже и собирается, наверное, возвращаться домой, поговорим прямо сейчас. Здравствуйте, Ангелина. Я так понимаю, вы сейчас находитесь в Воронеже. Расскажите, пожалуйста, какая обстановка в связи с COVID-19 или коронавирусом? У нас в Воронеже официально еще не зарегистрировано ни одного случая. Есть в области, не так далеко, 6, по-моему, было вчера. Но я студент, и нас перевели на дистанционное обучение. Хотя заражений нет. Но так, я бы не сказала, что народ прям в панике. Было пару раз, когда мы сталкивались с огромными очередями в супермаркетах, но такого вот, как на фотографиях из Молдовы, тут еще не было. Возможно, потому что и заражение еще не зафиксировано. Вот. А так, в принципе, все спокойно и все работает. Я так понимаю, что по тем сообщениям, которые у нас есть, которые мы видим в интернете, и СМИ, которые освещают события в России, и из российских СМИ, там количество зараженных коронавирусом растет с каждым днем, там по 10, по 15, по 20, по 30 человек за последнюю неделю, если я не ошибаюсь. Да, в общем, по-моему, уже больше 200 заражений в России, но вот в Воронежской области пока только 6. Хорошо, скажи, пожалуйста, ты говоришь, вы говорите, извини, о том, что пока не зарегистрировано никаких случаев заражения в Воронежской области, но, насколько я знаю, университет, в котором вы обучаетесь, перешел на дистанционное обучение еще на прошлой неделе, так? Да, нет заражений в Воронеже. В области есть, а в самом городе еще нет. А на дистанционном, с прошлого понедельника мы пришли на пары, и вот нам сказали с завтрашнего дня на дистанционке. То есть с прошлого вторника вы на дистанционном обучении? Да. Хорошо, а ощущается это каким-то образом среди студентов? То есть я так понимаю, что там в Воронеже, в этом же институте, где обучаетесь вы, обучаются еще и другие студенты из Молдовы. Каково их настроение? Что они собираются делать? Оставаться там или приезжать обратно?
Ну вот была история в Молдове про девочку, гражданку Молдовы, которая учится в Москве. Вот, и у них выселяли из общежития. У нас ничего такого нет и даже намеков. Поэтому как-то все очень спокойно. Хорошо, а если будет, что вы собираетесь делать? Ну, не ехать домой за билет, который стоит 20 тысяч рублей. Хорошо, Квартиру 20... в Воронеже будет дешевле снять. Окей, про билет, да, хороший вопрос про билет. Но перед тем, как поговорить о билете, хотел бы спросить, что предлагают молдавские власти? Может быть, с вами каким-то образом связывалось консульство? Предлагает какие-то варианты? Вот какие варианты на сегодняшний день существуют для того, чтобы уехать из России тем, кто желает этого сделать? Есть вариант, о котором писали на ногти, поехать на украинскую таможню, ждать 3 дня и, возможно, тебя пропустят. На самом деле ничего нет. Есть на сайте посольства Молдовы в России, можно заполнить анкету, отправить на специальную почту, и там написано, что с вами свяжутся. Я эту анкету заполнила еще на прошлой неделе, но никто так и не связался. Вот. И сегодня, вот буквально перед тем, как мы связались, появилась информация на сайте посольства о том, что организованные рейсы, их 3, по-моему, 2 27 марта и 1 28 из Домодедово, но билет стоит 20 тысяч рублей. 20 тысяч рублей? Да. А обычно билет сколько стоил? Ну, когда я планировала приехать домой, смотрела заранее, можно было улететь за 7, максимум я видела билет за 10. Это еще до того, как упал курс рубля или Да, после? до падения курса. До падения курса рубля. Но в любом случае с 7 или 9 тысяч до 20 тысяч это, конечно, интересно. А эти чартеры организует, получается, правительство или это частные компании? Вот сейчас, информация, которая появилась на сайте посольства, это, скорее всего, частная компания, потому что там было написано так: билет стоит 20 тысяч рублей плюс комиссия, по-моему, MXP или MXM, но я не знаю, что это значит, и там не говорится, какая точно сумма, но говорится, что плюс комиссия фирме, которая организует перелет. Вот так. Ну, то есть уехать из России, есть приехать домой во время коронавируса, во время эпидемии не так дешево? Это очень дорого, еще это очень неудобно. Например, вот есть завтра рейс из Внуково, организация аббревиатура, я не помню, как Народный антикризисный штаб под Камрадский, он в Камраде, я с ними связалась, это тоже компания Тест-тур, у них билет подешевле, 15 тысяч, но вылет условно в 8 вечера. Да, там прям в 8 вечера. Значит, в Кишиневе я буду примерно в 10, пока пройдем контроль аэропорта таможни 11, а то и 12. И как бы что делать? Как мне попасть в Гагаузию? Ну, конкретно в Вулканеште. В это время понятно, что в Кишиневе я уже нигде не останусь, там либо снимать отель, если у кого-то есть родственники, друзья, круто. А если нет, и как бы либо ты ночуешь где-нибудь в отеле. Хорошо, возвращаясь к вопросу о ваших коллегах, студентах, да, в общежитии. Чувствуется паника, люди уезжают или по-прежнему остаются в общежитии? Да у нас почти все уехали, у кого была возможность, кто там живет в соседней области или в Воронежской области, но в каком-то городе другом или селе. Но смысл здесь оставаться, нас перевели на 2 недели с вероятностью продления дистанционного обучения. Поэтому я в комнате одна вот уже 2-ю неделю. И в общежитии, я так понимаю, да? Или в общежитии еще есть люди? Есть много туркменов. Но есть еще русскоговорящие, но их поменьше, да. Почти все разъехались. Хорошо, какие прогнозы? То есть, что говорят в общежитии, в администрации вуза? Как долго такая ситуация продлится? Потому что, насколько я понимаю, в других вузах карантин объявили на 2 недели, но уже ведутся разговоры о том, что карантин, скорее всего, продлят еще на 2 недели. В вашем случае, как развивается ситуация? Ну вот буквально сегодня я, правда, не дочитала эту новость про то, что Путин объявил выходные до 5 апреля. То есть официально это выходные будут до 5 апреля. У нас, мы когда обсуждали это с преподавателями на последних парах, одна из них предположила, что, скорее всего, наш карантин продлится до конца апреля. Вот. Но до 15-го вот это прям очень большая вероятность. Хорошо, а в городе предпринимаются какие-то меры? Объявлен карантин, закрываются заведения. Что предпринимают местные власти?
Нет, в городе ничего такого, но мне кажется, пока нет заражения, это ничего не ощущается. Я знаю, что некоторых там журналистов тоже перевели на удаленку. У меня просто одногруппники есть. Нет, ничего не закрывается, все кофейни работают, магазины разные абсолютно. Торговые центры, рынки, все Торговые работает в центры. обычном режиме, так? Да, да. Ангелина, я благодарю вас за это интервью и желаем вам не падать духом и в безопасности провести этот карантин и этот сложный период, да, вдали от родины, я так Спасибо. понимаю. Хорошего дня. До свидания. До свидания. Друзья, теперь предлагаю перебраться в другой конец света, западное побережье США, город Сакраменто, где с нами на связь по скайпу вышел Сергей Бузаджи, бывший глава администрации Чедрлунского района. Мы поговорили с ним о том, как Калифорния, как гагаузская диаспора переживает пандемию коронавируса в Калифорнии. Прямо сейчас на связи с нами Сергей Бузаджи. Сергей, здравствуйте. Добрый вечер или добрый день. Добрый день. Ну, вы на западном побережье США, на побережье Тихого океана, я так понимаю, в Сакраменто, я так понимаю, в Калифорнии. Мы, получается, в Молдове. У нас вечер, у вас утро. Но я так понимаю, что и на западном побережье США, и в Молдове коронавирус распространяется с бешеной скоростью. Скажите, пожалуйста, как вы себя ощущаете и что происходит в Калифорнии сегодня, на данный момент? Ну, меры предосторожности, конечно, обусловлены специальными ордерами или приказами, или указами местных властей. Они, безусловно, уже объявлены, они есть. Предписано всем также соблюдать меры безопасности, сидеть дома. По мере необходимости лишь выходить из дома, это для покупок в магазин, там, для прогулок домашних животных там, и так далее. Некоторые предприятия сферы услуг закрыты. Предприятия, связанные с питанием, это рестораны, там, пиццерии и другие, скажем так, объекты, где можно купить еду, они работают, но в режиме outside, то есть внутри ничего нет, только снаружи можно выносить, скажем, с собой, то, что да? С собой брать еду и уходить, да? приобретается людьми, да. Кроме того, в этих помещениях нельзя находиться более 6 человек. Обусловлены и установлены очень серьезные штрафы за нарушение данного режима, около $10 тысяч штраф за то, что будет нарушено данное положение. Кроме того, есть более жесткие санкции, если на этих предприятиях будут выявлены случаи заражения коронавирусом. Поэтому многие даже из тех, кому разрешено иметь и быть открытыми в этот период, они рискуют и закрываются. Но, в принципе, нет такого, скажем, какой-то паники. Город, в котором я живу, нахожусь в данный момент временно, немножко имеет логистику больше без общественного транспорта. Люди имеют все свои машины и добираются и на работу, и другие места на своем личном автотранспорте. Поэтому распространение пока не такое, скажем, глобальное, массовое. В городе Сакраменто, например, выявлено пока 88 случаев заболевания коронавирусом. Под подозрением находится большее количество людей. Из того, что выявлено, умерло 4 человека. В Калифорнии, да? Или в Сакраменто? В городе Сакраменто. По Калифорнии информация пока я сегодня не видел, потому что, кстати, в городе Сакраменто тоже она обновляется 3 раза в неделю. Последняя информация была обновлена вчера, и следующая будет завтра. Поэтому вот то, что было вчера, информация такая. Кстати, одна из этих женщин, которая умерла, является выходцем из города Чедрлунги. Гагаузка. Вот. Да, Гагаузка, да. К сожалению, нашему большому. Мы надеемся, что те меры, которые приняты, они остановят все, что здесь происходит. Что касается центрального правительства или федерального правительства США, вы знаете, наверное, следите за этим, предпринятые меры очень беспрецедентные. Выделено $2 триллиона для поддержки и физических лиц, и юридических лиц. В законопроекте, который был представлен законодателям
сказано о том, что будет выделено по $1200 на каждого члена семьи, на супружеские пары 2400 и на каждого ребенка до 17 лет около $500 в месяц. Это довольно-таки неплохие деньги для того, чтобы можно было переждать и пережить все эти кризисы, с которыми люди здесь сталкиваются, скажем так. Но, опять-таки, это просто наблюдение. Я также наблюдаю за тем, что происходит у нас в стране. Высказываю на странице в Фейсбуке предложения, замечания. Поэтому ситуация очень непростая. Я, кстати, не смог вылететь домой вовремя, когда было объявлено. Кстати, вчера, по-моему, получил информацию поздно ночью о том, что будут борта из Стамбула и из Москвы. Но в Стамбул я не успеваю прилетать, в Москву я не рискую, потому что в Москве, возможно, трансфер придется делать из аэропорта Шереметьево во Внуково, и возможно, что даже, может быть, и не выпустят, придется отсиживать карантин, и таким образом я могу попасть в такую небольшую западню, поэтому я не рискую лететь через Москву. Но очень хорошо, что те, кто имеет возможность улететь, получат такую возможность, конечно, соблюдение всех правил карантина. Хорошо, скажем, опять же, возвращаясь к ситуации в Калифорнии. Калифорния, по-моему, первый штат, который объявил карантин, первый из остальных штатов Соединенных Штатов Америки. Я так понимаю, все предприятия закрыты, в том числе и предприятия, где работает гагаузская диаспора. Как с этим справляется гагаузская диаспора, которая проживает в Калифорнии? Ну, она здесь очень большая. В городе Сакраменто проживает очень большое количество гагаузов, но они работают на многих предприятиях, не на одном или на нескольких, они разбросаны. Спектр профессий, которые освоили наши гагаузы, очень большой. Это электрики, это и бизнес, это и банковское дело, и даже government service, то есть службы, связанные с правительством, с каунти, с дистриктами, с мэрией города Сакраменто. Поэтому, сказать, что все сидят дома, я не скажу. Есть люди, которые работают, есть люди, которые находятся в так называемых вынужденных отпусках, но, опять-таки, повторюсь, правительство здесь принимает беспрецедентные меры для того, чтобы смягчить эти все удары, скажем так, потому что здесь немножко ситуация другая, люди не все имеют жилье, многие его арендуют, рент жилья стоит от $1000 и выше, и те, кто не находится под программами поддержки беженства или малоимущие слои, то им, конечно, сложно, и сейчас как-то эта проблема как-то решается. Но кто-то занят, кто-то не занят, у кого-то есть бизнес, связанный с ремонтом машин, скажем так, и нет большого скопления людей в этих шапах, так называемых, они работают, продолжают работать, и как бы разрешается это делать. Как люди соблюдают режим карантина? Все прислушиваются, придерживаются правил или есть, как у нас, встречаются на заправках, пьют кофе и как бы такое ощущение, что ничего не происходит? Ну нет, конечно, такого здесь нет. Здесь граждане законопослушные, и принуждение к исполнению закона очень серьезное, и все прекрасно понимают. Это касается прежде всего штрафных санкций. Они очень существенны, начиная со штрафов за нарушение правил вождения автомобиля, парковок там, и так далее. А что касается вопросов распространения и эпидемиологической ситуации, они очень жесткие. Поэтому здесь все прислушиваются к рекомендациям, если это рекомендации правительства. А если это прямые указания в виде указов, то, безусловно, стараются их соблюдать. Очереди в магазинах небольшие, скажем, люди стоят на расстоянии 5-6 метров друг от друга, пока ждут очередь. В магазин заходят, магазины даже большие, заходят супермаркеты по 5-6 человек. И так, то есть ажиотажа большого нету. Сейчас, конечно, в магазинах продают по 1-2 штуки самых необходимых товаров. Нельзя уже брать тележками, набирать, и это очень отслеживается. Поэтому ажиотажа и дефицита товаров в магазинах нет. Но также мне очень трудно найти маски. Я их не могу найти. Перчатки, санитайзеры. Все это, конечно, в дефиците, но потихоньку появляется в магазинах. Скажите, пожалуйста, власти США или власти штата Калифорния борются с распространением вируса так же, как в Молдове, с силами армии, или армия не видна на улицах города Сакраменто? Нет, здесь армии нет пока, но я знаю, что президент США
готовят соответствующие положения, законодатель рассматривает о привлечении Национальной гвардии для решения вопроса нераспространения пандемии. Как это будет делаться, я не знаю. Надо во все это вникать, следить за новостями. Но я знаю, что у нас разворачиваются мобильные госпитали в Калифорнии, во всяком случае, в других штатах тоже не знаю, как ситуация. И правительство эту ситуацию держит на пульсе однозначно. Но, скажем, машин, как у нас, пулеметы, конечно, я не видел, наверное, не увидел. То есть никто не целится из пулеметов в коронавирус, я так понимаю, нет? Нет, пока нет. Собираетесь ли вы возвращаться домой, Сергей, во время коронавируса? Конечно, у меня состояние, как бы мое личное состояние удовлетворительно. Я считаю, что ничем не болею, но если придется вернуться, я хочу, конечно, вернуться домой. Моя семья дома. Отца прооперировали недавно. Все это мне пришлось следить, к сожалению, так вот заочно за всем этим, решать эти вопросы по телефону. И поэтому я, конечно, хочу вернуться домой. Я пытался несколько раз вернуться домой, но опять-таки те моменты, которые были предложены на сегодняшний день, они не позволили мне это сделать, потому что это связано с логистикой, надо заказывать билеты. Люфтганза отменила вообще все полеты в США, а билеты у меня обратно в Люфтганза. Поэтому, чтобы не рекламировать компанию, другие компании предоставляют такую возможность, но проблема в том, как долететь до Кишинева. До Москвы, до Стамбула долететь можно, а потом, как долететь до Кишинева, вот это большая сложность. И как только будет открыт аэропорт Кишинева, я, конечно, рассмотрю возможность возвращения домой. Хорошо, а власти Молдовы, консульство, посольство каким-то образом информируют, помогают тем, кто хочет вернуться? Что предпринимается? Да. Ну, я связался с посольством Республики Молдова в Вашингтоне. Сотрудник мне дал свой личный телефон, через который мы общаемся. Он мне тоже обзванивает, говорит о всех новостях, которые есть по логистике и отправке домой. Интересуется, как дела и так далее. Не все, скажем, те, кто застрял в США, имеют возможность выхода на посольство, поэтому я у себя на странице написал о том, что если есть такая необходимость, я буду передавать все, что нужно. Есть люди, которые связались со мной, которые также не успели на самолеты. Ну, как-то будем держать вместе связь с ними, с тем, чтобы решать проблемы, связанные со сроками пребывания. Если не будут оканчиваться, потому что у меня сроки, допустим, еще есть, у некоторых он уже заканчивается. Поэтому Госдепартамент сам еще как бы не знает, как это все будет продлеваться, так как иммиграционные службы не работают. Они находятся также на карантине. Но как только они начнут работать, думаю, что эта проблема будет решаться. Я также связался с послом Республики Молдова в Турции, с Дмитрием Васильевичем Кройтером. Он также мне давал информацию по тому, что происходит, что предпринимается. Ну, по своим личным связям я связался с другими послами, у которых у меня есть какие-то дружеские отношения в европейских странах. Но пока логистика через европейские страны очень сложная и невозможная, скажем так. Поэтому, если кто-то хочет добираться из США в Молдову, то сегодня, скажем так, один из шансов на ближайшей неделе, один из последних шансов, потому что завтра будет самолет из Москвы в 20 часов, 26-го, я не знаю, завтра получается, да? 26 числа в 8 часов вечера, а из Стамбула в 3 часа тоже завтра. Поэтому, если кто успевает на самолетах долететь до Стамбула и до Москвы, то могут это сделать. Я, например, это не успею сделать. Хорошо. Как вы проводите время на карантине? Сидите дома или ходите на работу? Нет, какая работа? Здесь ничего не работает. Нет, все сидим дома, поэтому учим язык английский, там, следим за новостями, но выходим лишь по мере острой необходимости. В магазин, купить продукты и все. Ну, видите, нет худа без добра. Видите, есть время выучить английский язык или почитать книжки, тоже неплохо. Наверное, да. Сергей, но я благодарю вас. Я надеюсь, что, конечно, не будет таких поводов занимать свое личное время. Все это кажется каким-то сюрреализмом. И я надеюсь, что это все закончится, потому что это, конечно, беспрецедентная мера, которая принята всеми странами. Дай бог, чтобы она возымела действие, и мы победили этот вирус.
Ну, это первая за последние 100 лет такая массовая эпидемия или пандемия, да? Последняя была вирус испанки в 1919 году, поэтому человечество... Вы знаете, ну да, вы знаете, я много раз летаю уже в США, долгие перелеты, всегда задумываюсь, вот если случится такая ситуация, что невозможно будет вернуться, думаю, что бы я сделал. И отгонял свою эту мысль с тем, что это невозможно, в принципе. Но оказалось, что это все-таки произошло, но как-то человечество должно выйти из этой ситуации. Ну, я думаю, что скоро это станет возможным, и мы всем нам желаем побыстрее, скажем так, справиться с этим кризисом и побыстрее, скажем так, возобновить, вернуться к нормальности. Сергей, я благодарю вас за это интервью, за то, что согласились связаться с нами по скайпу. Желаем вам, скажем так, приятного провождения на карантине и, скажем так, скорейшего возвращения домой. Я тоже желаю вам успехов и выдержать все эти риски, вызовы, которые сегодня нам преподносит жизнь, особенно нашим жителям Гагаузии. Меры принимаются, конечно, очень, может быть, эффективные, но недостаточные. Кстати, мы тут стараемся изыскать средства для того, чтобы помочь каким-то образом тем, что не хватает, но сейчас очень сложно всем, поэтому не знаю, как это все получится. Тем не менее, будем стараться все вместе выйти из этой ситуации. Спасибо, Сергей. Всего доброго, до свидания. До свидания. Друзья, это все на сегодня. Как вы видите, меры по предотвращению распространения коронавируса практически одинаковые по всему миру, что в Соединенных Штатах Америки, что в России, что в Республике Молдова. По-разному власти с этим справляются, по-разному власти оказывают поддержку своим гражданам. Хотелось бы, конечно, чтобы это было как в Соединенных Штатах Америки. Каждого поддержали тысячами долларов на счет для того, чтобы люди могли пережить этот коронавирус. Но, однако, не у всех стран есть такие возможности. Единственное, что можно пожелать в этой ситуации, это соблюдать меры предосторожности, следовать рекомендациям Минздрава и ограничивать контакт, ограничивать выход на улицу, оставаться дома до того, как будет преодолен этот кризис. Оставайтесь с нами, увидимся в следующей передаче.